К этому дню они готовились долго. На сцене сегодня выступают лучшие из лучших. Старт региональному этапу третьего всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов дают музыкальным номером. Поздравить участников и оценить их таланты приехал министр образования и науки республики Ахмед Башир-Цароев. Всем участникам хочу пожелать удачи, успехов во всем. И также в преддверии Нового года хочу пожелать всем вам, наступающим 2025 Новым годом, пожелать удачи, успехов, здоровья и мирного неба над головой. Мы с рад вас всех видеть. Вы большие молодцы, вы лучшие. Каждый коллектив пытается выложиться на максимум. Первыми на сцену выходят юные артисты Горского кадетского корпуса. С армейской выправкой они демонстрируют и другие таланты. Петь у них получается не хуже. Мы сегодня выступали с 3 песнями по вечерам. У нас были, как бы сказать, репетиции, а так мы больше не готовились. Как оцениваешь свое выступление и свою подготовку? Подготовку хорошо оцениваю, и выступление, наверное, также. Очные прослушивания проходят 8 творческих ансамблей. Жанры для выступления выбрали самые разные. От веселых и задорных мотивов до патриотических. Песни звучат как на ингушском, так и на русском языках. Словом, каждый старается удивить и впечатлить. Наше учебное заведение направлено на то, чтобы готовить будущих защитников нашей Родины. И произведения подобраны именно вот такие патриотические, прославляющие нашу Родину и пронизанные любовью к ней. Естественно, мы им пожелаем, чтобы они все свои таланты смогли показать, достойно представили нашу республику и, самое главное, получили много положительных эмоций, познакомились с новыми детьми, потому что всероссийский конкурс собирает до 80 регионов России. Конкурс проводится с целью развития детского хорового движения, культуры вокально-хорового исполнительства у обучающихся, сохранения песенного музыкального наследия страны. Юные артисты соревнуются в 2 номинациях. Оценивают ребят профессиональное жюри. По критериям я скажу, это если хоровое исполнение, значит слаженно, попадание в ноты, естественно, учитывается артистизм. И так далее, это чисто профессиональные моменты. Кто-то бывает находится в таком глубоком волнении, он не может по каким-то показателям, так сказать, он может не занять это призовое место. Это только его начало, поэтому, наверное, и говорится, главное участие, чтобы он в следующий раз надежду не терял. Пока одни на сцене, другие ждут своей очереди в зале. Переживаний немало, ведь каждый достоин победы. Подтверждают это и сами участники. Это красиво, когда ты выступаешь с кем-то. Вы поете красиво, вместе. А может, сольное выступление лучше будет? Вам так не кажется? Не знаю. Мне нравится. Для меня петь – это мое хобби. Что желаете сегодня всем участникам? Удачи, чтобы они выиграли. Да. Или вы выиграли? Нет, удачи желаем всем. А первое место может только один получить. Мы знаем. Но мы все равно за них рады будем. Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов впервые проходит в Ингушетии. Региональным куратором выступает лицей-центр одаренных детей «Олимп». В музыкальных баталиях предусмотрена даже специальная номинация «Песни Победы», посвященная празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня региональный этап, а дальше всероссийский, на котором ребятам нужно показать все свое умение, артистичность, ведь они будут представлять республику. Хава Гагиева, Танзила Олегова, Магаз 24.